Салам алейкум, кыйметлі телесерджілер, милли телеканал эфирінде стратегия развития программасы диқатыңызға авале этіле. Қырым-татар халқы өз ойынларының ғұрур дуя. Оларының дүлберлігі, хусуси ритмі, ажайып әлемні ярата. Қырым-татар милли ойынлары урфадетлерімізні мұқайлықнен сақлап қалмақта ве дайма инкишафтер түбінде тұтмақта. Бұл ажайып санат ақында біз бүгін лафеті жеңбіз. Студиямыздың мұсафыры Фидан Қырым-татар халық ансамблінің ребері Эльмар Усейнов. Салам алейкум, хош келдіңіз. Эльмар Бей, давайте вернемся к истокам. Как все начиналось? Как так сложилось, что ваша судьба начала переплетаться с танцами? Ну, наверное, как и у всех начинающих танцоров или уже профессиональных танцоров, все начинается с детства. На тот момент мы проживали в Узбекистане. Наверное, лучше начать с того, что у меня и мама, и отец, они оба музыкальные, но не профессионалы. Семья. Да, творческая семья, можно сказать. Музыкальные в каком смысле? Очень любят концерты, очень любят музыку, очень любят инструменты. Бабушка у меня никогда без музыки не ездит в машине. Мама постоянно, что на кухне, что по телевизору, обычно постоянно у нее вся музыка. Сестра старшая у меня бывшая танцовщица, брат у меня играет на аккордеоне, играл на аккордеоне. И, наверное, вот оттуда все и пошло. Видя все это, где-то в лет, наверное, в 6, наверное, где-то. Я как-то получилось, сестра меня взяла на репетицию свою. И уже сзади я стоял, повторял что-то, каждое движение за ними. По-детски, конечно, ну, пытался что-то, какие-то маленькие шажочки сделать. А потом уже по приезду, переезд, когда был уже в Крым, на тот момент, это был 94-й год, была такая лига крымско-татарских женщин, и моя мама со своей подругой входили в эту лигу, и в этой же лиге состояла Джамиля Усманова, наша знаменитая танцовщица. Да, хореограф. И мама уже к ней подошла и говорит, что вот у меня сын очень любит такой музыкальный, очень любит танцевать, может быть, к вам. Ну и Джамиля Ханум сказала, да, конечно, приводите. И вот с того, наверное, все и началось с ансамбля Джамили. Это был ваш первый наставник, да? Да, это и первый наставник мой был, и первый друг, можно сказать, такой в танцевальном мире. И вот с ансамбля Джамили, наверное, началась вся такая танцевальная жизнь. И именно Джамиля Ханум, наверное, была этим основателем в моей жизни. Именно любовь, которая привила к танцу, к искусству, к музыке. Несмотря на то, что у меня это было с детства, но вот именно вот так, со вкусом, именно к народной музыке, наверное, это было все-таки она, Джамиля Ханум. За что я очень ей благодарен. А потом уже все и закрутилось, и завертелось. А кто вот по сей день для вас является образцом для подражания, кумиром в мире танца? Я не могу сказать, что конкретно, да? Кумиром, потому что таковым кумиром у меня в жизни нет никого. Почему? Нет, наверное, если вы лет 15 или 10 назад меня спросили, я бы сказал. А сейчас, когда ты уже взрослый человек, уже личность, и у тебя есть свое мышление, могу сказать, что кумира нету, потому что каждый хореограф, каждый какой-то профессиональный танцор, известный танцор, он чем-то интересен. И ты с каждого руководителя берешь какой-то пример. Пример большой я беру и с Мунира Аблаева, и с Джамили Усмановой, и с Назире Эмир, да, руководителя, главный балетмейстер ансамбля Хрым. И с... Очень мне нравится коллектив турецкий Анадолу, Анадолу Атеша. Вот там идет Мустафа Эрдоган. Вот я с него очень большой пример тоже беру. Почему? Потому что очень интересные работы. И брать это уже новый уровень, да? Да, это новый уровень. Там, они покорили весь мир, можно сказать. Да? Это очень известный коллектив. И, наверное, брать образцом можно брать, конечно, естественно, профессиональные коллективы. Это как Вирского, это и Сухишвили, это, опять же, говорю уже, Анадолу Атеша, это и ансамбль Моисеева.
для меня ансамбль «Хром» естественно, потому что я без него. Ну, это отдельное место, да. Да, ансамбль «Хром» для меня это отдельно. У нас вы уже третий по счету хореограф, который присутствует на нашей программе и очень часто отмечает такой ансамбль, как Сухишвили. Ну, это тоже своего рода показатель. В первую очередь, это народность. Да. Где-то схожи мы с ними. Почему? Потому что то же самое. Женщина – это грация, это нежность, это какая-то недоступность идет. А мужчина – это гора, это сила. И то же самое и в Грузии, это как бы в грузинских танцах это тоже есть. Нету никакой такой игривости, может быть. Есть, нет. Здесь я, наверное, совру. Да, есть в любом танце, в народном особенно, как бы существует какая-то игривость, какой-то шутливый танец. Агрова, да? Нет. Ну, Агрова почему? Так девушка уже... привлекает, да? Нет. Аккуратно, Я бы своей здесь согласился грациозностью. бы с вами. Почему? Потому что все-таки агрова – это наша традиционная Да. хайтарма, и здесь именно нужно станцевать выдержанно. Не зря же агровой мы и открываем какие-то мероприятия, свадьбы, день рождения, концерты. А обычно открывается все агровой. Почему? Потому что это выдержанный танец. Здесь вся грация, вся сила мужская и вся женская нежность, вся должна проявляться в этом танце. Девушка здесь утонченная, да, красиво себя преподносит, и тут же этот ее партнер. Где-то, может быть, завоевывать. Вот тебе и игра. Вот, да, все-таки здесь, да, игра существует. Присутствует. Да. Эльмар ага, на сегодняшний день вы уже руководитель. Как возникла идея создания такого творческого ансамбля, как «Фидан»? И вот почему именно это название вы дали? Ну, на этот вопрос я буду очень долго отвечать, наверное. Начинаем. Опять же, говорю же, начиналось все с ансамбля «Джемиле». Шли годы, занимался, ездили. Наверное, вот эта вот первая поездка с ансамблем «Джемиле» в Турцию для меня большую роль сыграла. Я, приехавший домой, прибегаю, будучи там, я не помню, в 10 лет, кажется, мне было. Я приехал домой и маме, Анашке, говорю: все, моя жизнь только с танцами, только с музыкой будет связана, потому что я хочу видеть мир, я хочу быть на сцене. И вот с этого все и пошло. Потом пошел в университет, работал в татарском театре в нашем. Через год я перешел в ансамбль «Хрым». И в ансамбле «Хрым» все, наверное, вот отсюда еще дополнительно пошло, скажем так. Потом так получилось, что у меня, наверное, травма была, и я вынужден был уйти со сцены. Это для меня был такой, наверное, тяжелый момент, потому что, проработав в ансамбле «Храм» 15 лет, в татарском театре, можно сказать, с детства танцевал постоянно с музыкантами, постоянно с певцами, с танцорами. И вот этот переломный момент был для меня немножко тяжеловатый. Пошли новые профессии. Мы без профессии не можем, татары. Вот. И, наверное, спустя 3 года после того, как я ушел с ансамбля «Крым», все-таки танцы меня потянули опять назад. И мы, сидя у меня дома с друзьями, с моими товарищами, тоже с ансамбля «Крым», это Асанов Усин, я здесь Мустафаев, мы сидели дома у меня и решили вот открыть свой кружок. Почему бы нет? Да, поздно, да, нам уже по 30. Ну, а что делать? Надо как-то что-то свое детище тоже оставлять. Я не знаю, правильно. Любой человек как бы хочет, чтобы после него что-то оставалось, и кто-то добрым словом, наверное, вспоминал. Я надеюсь, будет вспоминать. Конечно, у вас достаточно большой коллектив, правильно? Ну, недостаточно большой, но есть. Аллах ачов шкур. Надеемся на больше. Машалла. А почему вот именно крымско-татарский национальный танец? Вот на сегодняшний день уже достаточно других новых популярных направлений. Я не могу сказать, что я не владею информацией других народностей, да, там, или современным танцем. Почему? Потому что как бы я и учился на современную хореографию. Но народный танец, опять же, возвращаемся к тому, что сказал, это виноват ансамбль «Храм». Настолько он привил эту любовь, и Джемиле Ханум, и Мунир Аблаев, и Назире Эмир, они настолько привили любовь к народному танцу.
И плюс, наверное, все-таки на сегодняшний день я считаю, что свой народ нужно поднимать и прививать любовь к детям изначально с детства к своему народу, наверное, к своей народности, правильно сказать. Будь это будут танцы, пусть это будут песни, пусть это будет искусство, пусть это будет история, но мы должны знать свое, а потом уже стремиться к другому. Машалла, действительно, сколько мы будем прививать любовь к нашим народным танцам, языку и так далее, это будет все равно еще мало. Нам нужно работать в этом направлении. Да. По поводу того, что вы говорите мало-мало, это на самом деле так, потому что в Узбекистане только культура начинается подниматься. Она тоже изначально поднималась, а сейчас она вот таких, скажем так, высот достигла. И когда мы сейчас ее можем тоже посмотреть и в Ютубе, и по телевизору, да, по телеканалам, я надеюсь, что у нас тоже когда-то такое будет. Чтобы нашу культуру будут и за границей смотреть. Да, это уже как бы мы наблюдаем. Потихонечку, маленькими шажочками это к этому идет. Да. А каков возраст ваших воспитанников? По каким критериям вы отбираете, да, себе в группу? Критерий таковых нет, наверное. Набор у нас идет с 4 лет, но мы берем из 3 лет. Потому что есть такие мамы, которые приходят, ну, возьмите, пожалуйста, но так танцует, столько энергии, вот он повторяет. И как здесь откажешь? Ну вот когда здесь откажешься? Но мы сразу же говорим, что в таком возрасте вы многого не ждите. Дайте ребенку, да, адаптироваться. Это маленький ребенок, это тот ребенок, который может во время репетиции остановиться. Вот он захотел сесть сейчас. Вот у меня есть такие дети, которые могут во время репетиции. Эльмарага, я не хочу. Ну, ладно, Балам, сядь, посиди немножко. Эльмарага, у вас конфеты есть? Давайте просто конфеты покушаем. Да. И как бы вот, и есть и такой возраст. Есть такие, которые плачут. Есть те, которые сядут мне на коленку, обнимут и спят. Есть и такое, и такая девочка у меня. Но это настолько вот искренне, настолько это, я не знаю, даже супер это. И как вот можно отказать детям? И когда из-за этого приводят меня в 3-летнем возрасте и говорят, он разговаривает, все понимает, только возьмите. Хорошо, ладно, пусть будет. Да, тяжело. Да, к ним отдельный подход нужен к таким деткам. Но у них, наверное, уже своя группа сформировалась, да? Да, у них есть своя группа. Где именно вот такой возраст. Да, мы туда немножечко иногда добавляем и 5-леток, и 6-леток добавляем, потому что мы там в этой группе именно азы изучаем. А уже такой основной состав – это 9, 10, 11 и выше. Машалла. Сегодня ансамбль «Фидан» уже достиг уровня. Его узнают уже не только в Крыму, но и за пределами. Да? Вот расскажите вот о своих поездках, наградах. Вам есть чем похвастаться? Начну, наверное, с того, что нашему коллективу, ансамблю, он у нас молодой, ему вот всего лишь 2 годика исполнилось. Но за эти 2 года я считаю, что мы очень большую работу проделали, потому что дети к нам пришли 2 года назад с нулевыми знаниями. И спустя, да, вот 1,5 года, в этом году мы в апреле месяце первый раз выехали за границу, это Турция была. Когда к нам пришло приглашение, для меня это, я вот прям очень загорелся. Все, едем, 100%, мы пошили костюмы, подготовили танец, вылетели. Ну, в апреле я вылетал со старшей группой. Мы поехали, это был детский фестиваль, Түрк Дуня Чуджуклара фестиваль был. Вот, и на этом фестивале мы первый раз выступили, где и приезжали наша диаспора со Стамбула. Там и мы все и познакомились, наверное. Хотя они меня и так где-то, наверное, знают чуть-чуть. Почему? Потому что мы с ансамблем Крыма ни разу ездили. Но детям очень понравилось. И в августе мы, по приезду, нам уже было приглашение на август месяц. И в августе мы подготовили уже такую побольше программу. И в августе немножко была сложнее поездка. Там, во-первых, возраст был 9-10 лет.
И одним танцем там не обошлось. Помладше были детки. Да, это дети помладше, это программа посильнее. Там уже в программе и песни звучали, и танцы были. Программа была на 1:40. И вот этой программы мы полетели в Анкару. Помимо того, что мы участвовали в фестивале, мы еще и 5 городов объездили. Вот благодаря Умидбею мы посетили 5 городов, дети были очень довольны, но я переживал очень сильно за них. Почему? Потому что, говорю же, это 9-10 лет. Ну, это еще ребенок. Конечно. Тот, который, есть детки, которые не самостоятельные еще, да. А здесь они так сплотились. Во-первых, поездка без родителей. Они только со мной. Они за этот, даже не за, скажу, что за 10 дней, они за 2 дня повзрослели. Потому что, когда было заселение в отель, сразу была сказана информация, что утром мы выезжаем с этого отеля и едем в другой город. На что дети были в шоке. Никто не может понять, распаковывать сумки или не распаковывать сумки. И вот это вот, наверное, вот эти 10 дней дети были настолько вот собрались, настолько организованными. Мальчики помогали девочкам, девочки помогали мальчикам во время вот этих вот моментов, когда песня идет, и тебе нужно за песню переодеться. Я был просто в шоке от своего ансамбля. Я сам и горжусь, в то же время и удивлен, в то же время и, наверное, какое-то, я не знаю, и восхищение, может быть, правильно сказать. Я был просто в шоке. И те люди, которые со мной были там, в Анкаре, они ко мне подошли и говорили: Эльмар, ну, это, наверное, твоя заслуга, что, говорит, дети так собрались, потому что, говорит, реально поездка очень тяжелая, и несмотря на вот эти экскурсии и переезды, говорит, дети не спят, они постоянно в энергии все, и еще и выходят на сцену и на полную выкладываются. Концерты все вечерние, и как бы вот это вот тоже, как бы, есть дети, которые в 10 часов отбой, а здесь в 10 часов только заканчивается все. И как бы дети все спокойно как бы отреагировали, еще и столько полной энергии после концерта, они давайте гулять, давайте еще. И мы вот как-то вот эти вот 10 дней в Турции, в чужой стране, скажем, несмотря на то, что она приближенная к нам, но мы прошли эту поездку очень супер, с очень множествами эмоциями и кучу воспоминаниями, я не знаю. Это новые возможности. Да, это новые возможности. Горизонты были для детей. Да. Всего. Здесь я, наверное, даже вот слова не могу найти. А как вас там встретили? Вот, они уже были знакомы, да, с крымско-татарской культурой, а здесь уже дети представляют нашу культуру в наших костюмах национальных, наши танцы. Умидбей, он вообще такой человек, это с большой буквы, можно сказать. Он очень близко знаком с нашей культурой. Если я не ошибаюсь, у него в корнях даже есть крымские татары. И он как бы приближен к этому. Он очень любит нашу культуру, он знает наши все песни, он многие танцы знает. И как бы он уже знаком был заранее с танцами и с песнями. Но мы когда приехали, когда мы разговаривали с ним по телефону, у нас такой момент был, мы разговаривали с ним по телефону, он сказал: мне возраст 10-11 лет подойдет. Но для Турции же 10-11 лет это рослые все, крупные детки. А тут мы приезжаем в аэропорт, встречает нас Умит ага: Вай, это же вообще маленькие дети. Да. Как они будут танцевать, как они выдержат такую поездку? Это же переезды будут, Эльмар. Блин, я очень буду переживать. Я говорю: Умит ага, они все готовы, не переживайте. Они знают, да? И вот по первому концерту Умидбей был просто в шоке. Это, говорит, маленькие мужики, которые, говорит, они у меня же, я их всех научил подкрикивать в танце. Я говорю же, мы очень серьезно подошли к этой поездке. И когда вот это самое главное выступление было в Анкаре, на большой сцене с там 12 или 13 тысяч зрителей было, дети настолько переживали, настолько это вот, даже у одного ребенка был немножечко как нервный срыв, чуть-чуть, что ли, он так плакал, но собрались, и мы выступили, и, наверное, вот
вот эти слезы счастья, я до сих пор это все помню, у меня все до сих пор это записано в телефоне, потому что мы все это снимали. Это настолько было круто. Мы выступали на такой сцене, где выступали звезды турецкие. И Это действительно такой серьезный уровень. да, это просто, ну, на самом деле, я сам переживал за это, справятся ли дети. Потому что, как бы, маленький возраст, говорю же, мы самые маленькие были. Там. Осилим ли, нет? Осилим, не осилим. Сцена большая, сзади оркестр стоит, 12 тысяч людей. Это, ну, это очень круто, говорю. Это... Я сразу вспоминаю все свои концерты в ансамбле «Крым», когда мы выступали на таких сценах при таком количестве людей. Я понимаю вот все, что внутри сейчас творится у них. И в то же время и очень рад за них, и не могу найти слова, как поддержать их. Но вот как-то мы собрались, выступили, говорю же, и когда вышел мэр Анкары и лично поприветствовал нас, обнял детей и сказал, что вы просто молодцы. Вот это я не гордость, ожидал, да. это на самом деле гордость была. Я вот в тот момент, когда он стоял на сцене, мэр города, я вот даже стоял и говорю, неужели это я научил детей так танцевать? И вот внутри аж так гурландым. Машалла, пек гузель. Вот. Бұл bizim келечек неслимас. Машалла. И потом уже по приезду, как бы возвращаемся к вашему вопросу, да, по приезду с Турции мы сразу начали готовиться на поездку в Москву. В Москву мы приглашение получили именно уже в Турции. Когда мы были в Турции, мы выставляли эти фотографии, видать, оттуда, наверное, как-то информация дошла, я не знаю. И с Москвы пришло приглашение на фестиваль, он всенародный фестиваль «Корни». В Москву 19 октября он проходил. Преимущество этого фестиваля то, что нету современных танцев вообще. Одна народность. Каждый регион выступает по одному танцу. И вот, поехав туда, мы тоже как бы очень готовились, говорю же. И повезли мы туда Явлухояну, сюиту повезли. Машалла. Они просили что-то традиционное, ну мы думали, агараву поставить или хайтарму поставить. Нет, давайте лучше повезем Явлухояну. Там есть и трюки, там есть и шуточный, там есть и народность, плюс там и есть и хайтарма, и можно показать и мальчиков, и девочек. И мы вот как-то с этим танцем повезли, поехали в Москву. 3 дня, это было тоже вот незабываемо. Плюс еще, когда начался конкурс, и мы выступали предпоследними, и ты знаешь уже баллы всех, а когда очередь доходит до тебя, мои дети выходят, я переживаю, крымско-татарский ансамбль, представители Крыма, крымских татар, выступают, и тут начинают объявлять баллы, 10-10, и я все. Я говорю, неужели первое место? И объявляют, говорят, первое место за вами. Машалла. И мы просто были так рады, что мы вот достойно представили свой народ, достойно представили Крым, достойно выступили, свой ансамбль, как бы. Это для нас была очень хорошая, как бы, ступень и победа. И, наверное, опять же говорю же, возвращаюсь к вашему вопросу, к завершению, наверное, этого года, будучи 10-го, да, нам в октябре исполнилось 2 года, и вот мы за вот этот период дважды выехали за границу, дважды стали первыми на таких международных конкурсах, заняли первое место, обладатели гран-при, и на сегодняшний день как бы я для себя тоже делаю свою какую-то оценку, свое видение на свой ансамбль, что мы большую работу сделали. И это наше достижение. И, наверное, в первую очередь нужно гордиться своими учениками, потому что это их работа. Да, мы вкладываем в них, но это их отдача. Это то, что мы вкладываем в них, и они нам отдают. Большая благодарность родителям за терпение, потому что, вот, и, наверное, это мамы, которые переживают, там, я не знаю... Звонят, контролируют. Вот, Эльмарага, вот мы болеем, мы не можем прийти, что делать? Я говорю, ну, переболейте, придите. Вы не забывайте, что, говорю, у меня тоже маленький ребенок дома, и я не хочу тоже... Ты тоже человек, да? Да, я тоже человек. Пусть отболеет, потом придет. И, наверное, это у всех в ансамбле такое наказание есть для детей, когда учись хорошо,
бо не пойдешь в ансамбль танцевать. И вот здесь вот даже есть такие мамы, которые звонят и говорят: Эльмар, пожалуйста, поговори с ним, скажи, что он больше ходить и выступать не будет. Я говорю: а что случилось? Он так скатился, он эту хайтарму танцует и в школе уже, и дома, уже, говорит, запарил, говорит, ну... Всё, школа уже не нужна, да, школа только не нужна, танцы. он хочет быть танцором. И уже пытаешься, и потом уже на репетициях детям говорит: ну, ребят, я понимаю, что вы любите танцевать, я понимаю, что вы этого очень хотите, но при этом нужно не забывать, что учеба – это нужное для Это нас. главное на Это самом главное. деле. Если нет учебы, нету дальше будущего твоего никакого. Будь это будешь ты танцором там, или так далее. Учитесь, учитесь, учитесь. Это самое главное. Машалла, Эльмарга, у вас действительно колоссальный успех в вашем ансамбле. Арды көрелсін. Мен аталар сөздерімізді айтылғаны кібі, тек ана бабаңның баласы дегілді, халқыңның, ватаңның баласы ол. Бұл аталар сөздері сізге ғайт келіші. Эльмарга, давайте вот подытожим и скажете вы нам, крымско-татарский танец, вот в чем особенность исполнения его? Крымско-татарский танец – это и характер, это грация, это сила, это история, наверное, даже какая-то. Потому что в каждом танце заложено свое что-то. Откуда он пришел и почему он еще до сих пор живет. Машалла, Алла ярдымчы болсын. Сауыңыз. Сауыңыз келдіңіз ве бізге фидан ойын тақмақында ғайт güzel шекілде айттыңыз. Çok sağ olun. Кыйметлі телесерджилеріміз, біз фидан ве бізім бұтын милли ойын ансамбльлерімізге түкенмес илхам тілейміз. О бізім милли асабалығымызның дегерідір. Бұнен стратегия развития программасы соңына етті. Мен сізге ие ақшамлар тілейм. Эфирде көрішмек үздре. Сағылықнен қалыңыз.